Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. С праздником! С Днем Победы вас, уважаемые телезрители! Сегодня вся наша страна отмечает 32-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это самая знаменательная дата в новейшей истории абхазского государства. Многострадальный народ Абхазии наконец обрел свою независимость, пройдя через ад войны ценой огромных жертв. 413 дней и ночей шла война с грузинскими оккупантами. Более 3000 лучших сынов и дочерей Абхазии и братских народов сложили свои головы за нашу с вами свободу. Вечная им память. Вечная память национальному лидеру Абхазии, первому президенту нашей страны Владиславу Григорьевичу Ардзинба, человеку, возглавившему борьбу нашего народа, жившему его чаяниями и надеждами и положившему на алтарь свободы жизнь и здоровье. Хара аджги хикумлей. Из кулас харахау. Адуней зигиячо ейпш харги азин хаму хапсадгилы ахакуйтрей рз акпара. Хара хзиштоу анчаду яхапейшез уй хнапы янице зау. Уса напха хара яйрах гой сарайстаху побризиги агурабжгарц. Народы Кавказа, в особенности Северного Кавказа, народы Юга России очень близко к сердцу восприняли то, что происходило у нас в Абхазии, и они послали своих сыновей, которые встали рядом с нами в исключительно трудный час нашей истории. Во время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Пстаза расиху псадгелу». Жизнь – это Родина. И рядом надпись на адыгском языке. Я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь. Это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». Яха, Аква, Апсну, Анкара, Нукалакюкну, Ахакуй Траштучу, Арахапулуй, Аяйрам Шук. Шук сдут за Канерихану, Шачала, Хакун Хара, Ариамио, Хентадза. Гейш, Хей, Нархусну, Хадуку, Гнумгако, Хайтара, Яхгей, Тарьяхан, Хнадзей, Егры Аха, Хара, Азуид Гилхакумлейт, Харахагдзум, Япшизгас, Айбашра. Яхаги, Псула, Намысла, Патула, Хымя Пагар, Пепш Лашах Зыпшу, Аншаду и Хишергуца Хакукшу, Хайхаштрымга Сгу Янагод. Шнебац Апсурычмынша Шардам Капсынра. Шуксдудзак, Халатра, Саутасу, Залатрабри, Ахникалак Халапшон, Хагижрыма, Ханбагижо Хабрия Схоцанаха, Абри Аяйрам Шайт, из Голубя Цара, Гудаута Рыстула, Ганнадский министр Данаха Скозарев Убасовит, вы не должны стремиться к территориальным приобретениям. Вы захватываете зуёб, Абри Апсны, Ахникалак, Штабаканышим Ганха. Саусхан Ясвит, освобождение родной столицы является священным долгом каждого абхазца. Убречного лыт, Сарагук Псикала, Хавжлар Заги, Абзира Кузы счет, Зиграбхет Затынчера, Аразхы Анасып, Рыхрат Бзейхат, Хачконша, Адунизапсахас, Абри Стул Захчас, Рапсисагушу. Я от всей души хочу поздравить всех наших соотечественников с этим великим днем освобождения. Пожелать им, самое главное, мира, спокойствия и процветания. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за этот светлый день.
Церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии состоялась в Парке Славы. Почтить память павших героев пришли президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бегвава, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты Народного собрания, добровольцы, прибывшие на празднование Дня Победы, ветераны войны, родственники погибших бойцов. Вопреки непогоде, в самом сердце столицы собралось множество людей. Репортаж Арады Чачава. Проливной дождь не стал помехой для сотен людей, желающих почтить память героев, благодаря которым сегодня повсюду доносится заветное «С праздником Победы». С самого утра в сердце столицы собралось огромное множество жителей и гостей республики, пришедших к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, чтобы выразить почтение. В первые дни кровопролитной войны, сотрясшей абхазскую землю 14 августа, в республику прибыли добровольцы со всех уголков Кавказа и юга России. В трудный час они встали рядом с братским народом и вместе, день за днем, приближали долгожданную победу. Председателю Ассоциации добровольцев из Чечни, кавалеру ордена Леона Вахиду Керимову было всего 22 года, когда он узнал, что страшное горе обрушилось на солнечную Черноморскую республику. Без капли сомнений он поспешил в Абхазию. Это был август. Небольшими партиями прибыли в Абхазию и сразу стали рядом с абхазами. И дальнейшая победа, вот она. Когда женщин, детей, стариков, малочисленный народ, когда уничтожают, не то что унижают, а уничтожают, когда заезжают танками, самолетами, вертолетами, уважающий себя человек в стороне никогда не останется. Нас никто сюда не гнал, нас никто сюда не призывал. Мы добровольно пришли, чтобы добровольно защитить этот народ, эту землю. По словам Вахида Керимова, День Победы – праздник для бойцов двойственный, наполненный радостью и горем. Ведь многие сложили головы ради свободы и независимости Абхазии. У нас в этот день и праздник, и траур. Чтобы этот день победы настал, многие полегли, положили свои жизни на этот алтарь. Желаю всего самого хорошего, мудрости, терпения, чтобы вот это все сохранить, чтобы не было больше войны. Абхазский народ, он очень добрый, очень простой, отзывчивый, гостеприимный. У них попросишь воду, они готовы тебя пригласить и вином угостить, и хлебом накормить. Абхазский народ вот такой народ. Он очень удивительно интересный народ. Желаю им всего хорошего, всего самого наилучшего. Война навсегда остается в исторической памяти народа. Тяжелым бременем и горем ложится на судьбы людей. Но сегодня, поднимая глаза вверх, мы видим мирное небо над головой, благодаря тысячам историй людей, когда-то вставших на защиту своей родины. Кавалер ордена Леона, кавалер ордена Александра Невского, Амирант Свинария и по сей день служит бравому делу – защите Родины. А в первые дни войны сражался за свободу родной земли с охотничьим ружьем. Когда война началась, мне было 33 года. Действительно, с первых дней есть люди, которые это знают. Мы подняли оружие. Наше оружие все было отобрано милицией тогдашней власти. Охотничьим ружьем я начал с двухстволки войну. Через неделю уже имел трофейный автомат. Ну, война прошла, конечно, не сладко, но благодаря нашему народу и тем, кто
помог с диаспорой, с России, с Северного Кавказа. Они оказали большую помощь, и победа была достигнута. Особой группы у меня не было. В разное время был разным командиром, начальником штаба 2-го батальона 1-го полка, потом был начальником артиллерии 1-го полка. И после войны пошел опять на службу и до сих пор служу. 32 года назад День Победы Амиран Цвинария встретил на реке Ингур. И счастье, и скорбь, и гордость. Сегодня, спустя десятилетия, он поделился. Эмоции переполняли в тот миг. Это 29 числа мы встретились на Которском мосту. Западный фронт и Восточный. После встречи это было уже понятно было, что мы победили. И вообще до этого тоже, конечно. Потому что боевые действия проходили очень сильные. Когда встретились, это была радость. А потом уже пошли вперед до конца. Поздравляю всех с таким днем, 32 года, День Победы. Дай Бог, чтобы не было у нас другого Дня Победы. Чтобы войны больше не было. Желаю всем здоровья, счастья, семейной, хорошей жизни и процветания. Сегодняшний день по-настоящему праздничный, торжественный и светлый, полон историй удивительных героев, которые 32 года назад без страха и сомнений ушли на войну и были готовы отдать жизни за свободу и независимость Абхазии. Спустя 32 года мы можем почтить память безвременно ушедших и поблагодарить за доблесть героев, благодаря которым сегодняшний день навечно праздник. Рада Чачава, Сосриква Гухава, Абаза ТВ. Парад, посвященный 32-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошел в Сухуми. В парадных колоннах, отдавая дань памяти и уважения, торжественным маршем прошли 993 воина. Вместе с абхазскими военнослужащими маршировали и российские военные. Командовал парадом первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба. Подробнее о том, как прошел парад, в репортаже Марианы Котовой. 993 воина прошли маршем в составе парадных расчетов по центральным улицам Сухума. Это абхазские военные, сотрудники правоохранительных органов, воспитанники международной смены военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» администрации Нижнего Новгорода, а также российские военнослужащие. Бок о бок прошагали участники Отечественной войны народа Абхазии с теми, кто только становится на путь защитника Родины. По словам ветерана Хаджарата Хварцкия, парад – это неотъемлемая часть патриотического воспитания. Парад нужен. Это выброс энергии. Это то, что соединяет людей разных. И вот они должны увидеть, что такое парад. И счастливые лица тех, кто дошел. Это очень важно. Командовал парадом первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба. Принимал парад министр обороны Владимир Ануа. А президент Бадра Гунба обратился с речью ко всем участникам торжества и многочисленным зрителям. Сегодня, спустя годы, мы ясно понимаем, борьба за независимость не завершена. Она продолжается в новой форме. К сожалению, соседняя Грузия по-прежнему не отказывается от реваншистских планов, что подтверждается и отказом подписать соглашение о неприменении силы и риторикой геополитиков. Но Абхазия твердо заявляет, мы будем защищать свою землю и не позволим никому вновь посягнуть на нашу свободу. Первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко зачитал приветственный адрес Владимира Путина и от себя лично добавил, что залогом победы в Отечественной войне народа Абхазии стала позиция первого президента Владислава Ардзинба. Он подчеркнул важность преемственности и верности заложенным в тот период традициям. Особая роль в этой победе принадлежит первому президенту Абхазии, национальному лидеру Владиславу Григорьевичу Ардзинбу. Его железная воля, мудрость и умение сплотить нацию вдохновили народ на борьбу и привели к знаменитому сентябрьскому триумфу 1993 года. Он заложил фундамент современной абхазской государственности и крепкие отношения Абхазии и России. Задал высокую планку для новых руководителей республики.
преемственность поколений, верность традициям отцов-основателей – вот надежный залог стабильности и процветания Абхазии. Парадом прошла и военная техника, пикапы с крупнокалиберными пулеметами, батарея полковых минометов М-120, гаубичная батарея противотанкового дивизиона, модернизированные бронетранспортеры 7-й военной базы, установки реактивной системы залпового огня «Град», специальная бронированная техника, командно-штабные машины, воздушная группа авиации. По словам заместителя министра внутренних дел Беслана Чкадуа, в День Победы сотрудники, помимо того, что участвуют в параде, несут усиленную службу. Но, несмотря на то, что жители республики широко отмечают этот праздник, все в основном проходит без инцидентов. Надо сказать, что мы стараемся в этот день подойти абсолютно ко всем лояльно. Прежде всего, у нас нет цели и задачи кого-то наказать, привлечь к какой-то ответственности. Мы просим людей соблюдать и правила дорожного движения, соблюдать общественный порядок, не нарушать и с пониманием относиться друг к другу. Ну, естественно, просьба прежде всего, не садиться за руль пьяным, чтобы не создавать каких-то проблем, не омрачать праздник, не портить настроение людям, себе и окружающим. По статистике люди с пониманием относятся к таким просьбам? Я вам скажу, что это праздник, который объединяет весь народ, независимо от работы, службы и так далее. Люди относятся с пониманием, люди идут навстречу, и мы тоже стараемся вести себя очень корректно, чтобы не обострять, не провоцировать какие-то конфликты. День Победы и независимости – напоминание о том, ради чего погибли лучшие воины Абхазии. Когда мы вспоминаем горечь потерь, но одно дает силу для поднятия духа, то, что эти люди погибли не зря. Это самое главное. И благодаря вот этой мысли, лично я до сих пор живу, что это не зря, в надежде на то, что их мечта сбылась хотя бы частично. Но очень много усилий надо, чтобы эта мечта претворилась до конца. Мечта тех, кто погиб в этой войне. Это светлая память. И мы должны, по-моему, вот это помнить и детям передавать, что они ради светлой мечты и свободы Абхазии, они сложили голову. Как вы считаете, эта мечта уже осуществилась или нам все еще предстоит ее реализовать? К сожалению, мы даже до половины этой мечты не дошли. Но одно радует, то, что молодежь поднялась. Молодежь ругает, она такая, молодежь хорошая. Она поднялась. И эти светлые ребята, не дай бог что-то произойдет, они нам, старикам, не дадут шаг сделать. Они бросятся в бой, их надо сохранить, их надо обучить. Очень тонкая жизнь сейчас пошла. С портретами тех, кто не вернулся с поля боя ради независимости Абхазии, вслед за парадными расчетами прошел бессмертный полк. Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. В Сухуми состоялась акция «Бессмертный полк», посвященная 32-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. В этом году в шествии приняли участие более 1000 человек. Школьники и студенты из всех районов республики, преподаватели и семьи героев. Каждый несет портрет воина, который отдал жизнь за свободу Абхазии. Акция проводится с 2013 года и стала символом памяти и благодарности. Репортаж Заура Кварча. Военный парад в честь 32-й годовщины Победы завершился тем, что всегда трогает сильнее всего – шествием бессмертного полка. Под дождем, плечом к плечу, по улицам Сухума прошли сотни людей – школьники, студенты, учителя и семьи героев. В их руках портреты тех, кто отдал жизнь за свободу Апсны. Впервые эта акция прошла в 2013 году к 20-летию Победы по инициативе Ассоциации женщин-инвалидов войны и Государственного музея боевой славы. С тех пор бессмертный полк стал символом памяти и благодарности. В этом году, несмотря на ненастье, в колонне шли больше 1000 человек. Сегодня седьмая акция стартует. Участвуют в этой акции
около 1200-1300 человек. Конечно же, в такую погоду, плохую погоду, дождливую, очень было сложно организовать, но общими усилиями мы справились. Все, кого вы здесь видите, все они приняли активное участие в организации этой акции. Для участников это не просто фотографии. За каждым портретом судьба, боль и гордость семьи. Особенно много в колонне молодежи. Их знание о героях часто складывается из рассказов старших, но выйдя сегодня на улицы с этими портретами, они сами становятся хранителями памяти. А что ты знаешь про дядю? Кто тебе рассказывал про него? Моя бабушка. И учителя. Это мой дядя. Он воевал в Мокве, Чемчирский район, село Моква. Считаю, что я обязан помнить героев. В шествии традиционно участвуют школьники и студенты со всех районов Абхазии. Для них это не просто дань традиции, а настоящий урок мужества. Старшеклассники, 9, 10, 11 классы. Просто погода такая, мы не хотели младших детей забрать с собой. Скажите, что значит участие для школьников вот в таких вот мероприятиях? Это, можно сказать, гордость. Помимо гордости, это патриотизм. У детей мы вводим патриотизм, который это очень дорогая вещь. Но самые проникновенные слова звучат от тех, чьи семьи заплатили самую высокую цену. Мой отец и два брата. Отец погиб 29 декабря на фронте. Брат участвовал в команде Султана Сосналиева, тоже погиб. Другой брат приехал с Саратова воевать сюда с другом. Они продали свою квартиру в Саратове, купили автомат и сюда приехали. И, к сожалению, погиб. Мы каждый год участвуем в этой акции, потому что это наш долг, не забывать наших героев. На акцию приходят целыми семьями. Маленький Сандрик с гордостью несет портрет своего деда, героя Абхазии Беслана Джелия. Его дедушка подбил первый грузинский танк на Красном мосту в Сухуме и геройски погиб в бою спустя 10 дней. Именем Беслана Джелия названа одна из улиц в Сухуме. Кто у тебя на фотографии, Сандрик? Мой дедушка. А тебе про дедушку что-то рассказывали? Мой дедушка герой Абхазии. Победил первый танк. Я ему очень горжусь. Отечественная война народа Абхазии длилась 413 дней и унесла около 3000 жизней, затронув почти каждую семью. Сегодня бессмертный полк напоминает, пока мы храним память, наши герои рядом с нами. Заур Кварча, Мариана Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили в селе Нижняя Шера. В возложении приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, премьер-министр Южной Осетии Константин Джусоев, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, ветераны войны и семьи погибших, общественность. Подробнее расскажет Анастасия Никонова. 30 сентября, Нижняя Шера. Мемориалу, где покоится первый президент Абхазии, бесконечным потоком идут люди. Почтить память Владислава Ардзинба пришли первые лица государства, ветераны, депутаты, школьники и гости республики. Имя Владислава Ардзинба золотыми буквами вписано в историю Абхазии, в историю войны, считает ученый-историк Игорь Марухба.
Владислав Арзен барабхед нергулана. Ачкун шарап сакурци, терхакурци, псад гелаза ханархоя мегзи. Ашадут захату. Абли хамштозеров параяхе. Абсна. Йоху. Ачар рабхе нергулана. Абарт йохарца зугуспан. Адонео макей бой джишету. Хамчхуй гразампана яйр иргез. Арина онак за турх. Атата амта абсна турх язен ход. Ашра рукум зад. Абдул рзукум шуш зад. Абсна зухан зхаз мегзез. Исм шаргвала шара. Батуа созеру. Ацки абзиеш хакка залай. Рнахо жахшепа хаккуан яхозеру. Асс чавшни зайва. Арт. Рфархаша. Шипив колонирный ход. Они своих героев чтят память с таким ритуалом на ногах встают, как за живых. Нынешнему и будущим поколениям важно знать свою историю, понимать, какой ценой далась победа, помнить героев, которые сложили свои головы ради мирного неба над Апсным, подчеркнул Игорь Марохба. Его идею я хотямш улагарзгяна год, аха, варгурж вот избана гузар, апснуху, апсна яйреги, уйома, апсна хантхарра дудзу росло из ханам зарада псуху ему ехали, ари Владислав Арзен псы штази бит. Насыпима нерейдрун, хазихоп хазхарцот хабасымчи, мчила масара хажвара бас, рабхет глона хагу, камижзико на бранза хайки, ерейхота. И псиша ужиги хаздырзу. Облягара тхатран. Издахом зрацрахит. Дапыр харздахо зрацрахит. Исница сям харге, хаям харге. Яхзим дер галазом, атурах сеюа, уяджу. Иридсн холот ехепиамш, хажлар зеги, апсны зеги. Япсабара ярахчик гизовод. Аха. Амрасу бзейкоп. Агури гарасу, абзирасу, апсна пепш бзиехат, илашахат, апсу ида, апсу ларыда апсна пшиман шадаумта. Ветеран войны Беслан Отурба, как и большинство воевавших, говорить о войне не любит. Лишь скромно поздравляет народ Абхазии и добровольцев с победой, отметив, что с первого дня бойцы верили в победу и справедливость. أبيش بزيح الشازيح بخير شو حواج ضرب سجلي وتخشون شايتا هذه خدي خبيت يحمو بري نقزخان بري خبيت رحزاز قزي تخز بستنش ساعات تنش ساعات. Как отметил ветеран, цена за свободу и независимость была очень высока. Много героев покоится в родной земле. Нам живым надо сделать все, чтобы сохранить то, ради чего не отдали самое ценное – жизнь. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Память Сергея Багапши почтили в селе Эчгиар Дачимчирского района. В церемонии возложения цветов к могиле второго президента Абхазии приняли участие президент Бадра Гунба, первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, премьер-министр Южной Осетии Константин Джусоев, члены правительства, ветераны войны, общественность. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Стороны обсудили программу визита, а также наметили дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в социальной и экономической сферах, сообщили в пресс-службе главы государства. Добрый день, уважаемый Сергей Владимирович. Рады вас приветствовать в Абхазии в столь значимые для абхазского народа дни. 32 года тому назад в этот день был водружен государственный флаг на реке Ингур. За эту победу сложили головы тысячи наших ребят. Эта победа для нас священна. И то, что вы находитесь в этот день, в этот очень важный для всего нашего народа день, это показатель дружбы, уважения. Большая честь в этот праздник быть здесь, в Абхазии, в Сухуми. И, конечно, такой великий праздник, День Победы, День независимости Абхазии. 32 года назад народ Абхазии доказал всему миру свою волю,
свое мужество, свою готовность отстаивать независимость и самостоятельный выбор своей судьбы. И тогда большое количество добровольцев из разных регионов России стало плечом к плечу с героями Абхазии. И для нас, конечно, очень важно, что и сегодня, когда идет борьба за независимость Донбасса, Новороссии, большое количество уже сынов Абхазии добровольцами, причем начиная еще с 2014 года, героически воюют, защищая свободу и Донбасса, и всего русского мира. Спасибо большое за прием. Мы любим, знаем Абхазию, очень много туристов, наших жителей, в том числе, посещают эту гостеприимную республику. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили Госмузей боевой славы имени Владислава Арденба. Экскурсию для главы государства и первого замруководителя администрации президента Российской Федерации провела директор музея Бея. Кириенко сообщил, что музей может принять участие в российской грантовой программе, получить средства на обновление и дальнейшую работу. Поручение об этом будет отдано в ближайшее время. Соглашение о начале комплексной реконструкции Сухумской набережной подписали Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Президент Абхазии и первый замруководителя администрации президента России между праздничными мероприятиями посетили Брехаловку, сообщили в пресс-службе главы государства. Они также обсудили развитие городской инфраструктуры и реализацию других проектов. Вечером 29 сентября Сергей Кириенко по прибытии в Абхазию для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы и независимости вместе с президентом Бадрой Гунба осмотрели площадку будущего международного проекта «Абхазский рубеж». Они посетили железнодорожную станцию Киласур в Сухуми, где ведется подготовка к запуску этого спортивного проекта. Он был презентован финалистом кадрового конкурса команды Абхазии Георгием Габуни, президенту Бадре Гунба во время предыдущего визита Сергея Кириенко. Абхазский рубеж объединяет спортивные соревнования и культурную программу. Участников ждут мастер-классы, концерты и насыщенная этнопрограмма. Запуск мероприятия запланирован на ноябрь этого года. Спикер парламента Лаша Ашуба поздравил народ Абхазии с Днем Победы и независимости. 30 сентября 1993 года – главный праздник нашей страны, важнейшая веха в истории абхазского народа. Во время Отечественной войны во всем величии проявились мужество и сплоченность нашего многонационального народа, героизм и стойкость воинов и всех, кто стоял на защите нашей Родины. Наша задача – сохранить, увековечить имена всех людей, кто, не жалея жизни, боролся за свободу абхазского государства. Вечная слава павшим героям и низкий поклон героям живым отмечается, в частности, в поздравлении. В адрес руководства Абхазии поступили поздравления по случаю 32-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. Эта знаменательная дата навсегда вписана в историю вашей страны как символ мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, говорится в поздравлении президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева. Наши народы связывают особые, по-настоящему братские узы, проверенные временем и укрепленные общей судьбой. Уверен, что эти отношения дальше будут служить прочной основой для сотрудничества, доверия и взаимопонимания, отмечается в поздравлении Алана Гаглоева. Сегодняшняя памятная дата напоминает о значимости национального единства, силы духа и стремления к самостоятельному развитию, отмечается в телеграмме президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского на имя президента Абхазии Бадры Гунба. Пережив тяжелые последствия распада Советского Союза и агрессию националистических сил, стремившихся лишить нас языка, культуры и права жить на родной земле, мы сплотились, выдержали суровые испытания, одержали победу. Уверен, что наши страны впредь будут активно взаимодействовать, укреплять двусторонние связи во благо наших народов, подчеркивается в поздравлении Вадима Красносельского.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Владимира Делба по случаю Дня Победы и независимости. Российско-абхазские отношения, основанные на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества, поступательно развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Расширяется торгово-экономическое, инвестиционное, культурное, гуманитарное сотрудничество. Реализуются перспективные совместные проекты в различных областях. Убежден, что активная работа по правительственной линии будет и впредь способствовать укреплению всего комплекса практического взаимодействия. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазии, говорится в поздравлении. Михаил Мишустин пожелал Владимиру Делбо крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, а дружественному абхазскому народу счастья и процветания. Три специализированных автомобиля для людей с ограниченными возможностями здоровья передал Абхазии Нижний Новгород. Нижегородская область нам предоставила такую возможность. С Нижегородской областью у нас всегда дружеские отношения уже давно складываются. Как вы знаете, в Нижнем Новгороде, город Сухум, города побратимы. У нас развиваются отношения, в том числе вот один из таких шагов с их стороны – это оказание такой помощи и поддержки, за что мы очень благодарны. Эти машины будут использоваться по их целевому назначению для людей с ограниченной возможностью. Я думаю, что для такой категории граждан это будет большая поддержка и помощь со стороны нашего государства. Мы такое направление в дальнейшем будем развивать. Благодаря команде Абхазии, благодаря общим усилиям и поддержке Нижнего Новгорода, благодаря подарку удалось осуществить проект и будет работать, проект из такси будет работать во благо нашего народа, но и крестьян тоже будет полезно. У нас действительно достаточно активно используется уже, на самом деле, почти 20 лет практика социального такси. Достаточно устойчивый спрос и очень хорошая обратная связь. 1500 человек плюс-минус каждый год пользуются услугами такого социального такси. И, конечно, очень было интересно услышать предложение по итогам работы команды Абхазии. Нам поступило такое предложение оказать содействие по тиражированию данного проекта. Что было сложно не поддержать. С 1 по 4 октября в Сухуми состоится 12-й международный форум историков-кавказоведов. Форум посвящен столетию Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия, 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии академика Владислава Арденба и 80-летию победы в Великой Отечественной. 1 октября в зале заседаний Кабинета министров Абхазии состоится пленарное заседание форума историков-кавказоведов «Народы Кавказа в 18-20 века. История, политика, культура». В этот же день запланировано торжественное заседание, посвященное столетию Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия, Академии наук Абхазии. 2-3 октября в Абхазском институте гуманитарных исследований будут работать научные секции форума. Определены победители конно-спортивных соревнований на Мыкуашта. В скачке на 2000 метров победителем стал Виталий Аграба из села Члоу. В скачке на 1000 метров лучшим оказался Леон Кархалава из села Арасадзых. В конном футболе и в метании дротиков первое место заняла команда из села Арасадзых. В народно-абхазской игре Аймца Кяча первое место заняла команда Кутола. Всего в соревнованиях приняли участие 6 команд из сел Пакуаш, Кутол, Тамыш, Арасадзых и Баслаху Ачимчирского района, а также команда Кодора из Кулрыбского района, сообщает Госкомспорт. В завершении выпуска прогноз погоды.
1 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, умеренный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14, днем 16-21. Температура морской воды плюс 22. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.